Сегодня в Челябинской области необычное совершенно мероприятие, впервые под открытым небом. Концерт одного из наших ведущих оркестров, симфонических оркестров, оркестра нашего областного театра оперы и балета, который будет представлять одни из лучших произведений вообще русской классики. Сегодня мы, я думаю, очень серьезно насладимся звуками, которые будет оркестр выдавать. Но мы еще и, наверное, хорошую традицию очень серьезно возрождаем. На Руси испокон веков храмы строились всем миром. И сегодня концерт носит благотворительное направление. Все сборы, без исключения от этого концерта, будут направлены на строительство храма. Мы все прекрасно понимаем, что ваш прославленный театр оперы и балета ни в коей мере не виноват в том, что его здание воздвигнуто практически на месте снесенного некогда храма Рождества Христова. Да? И тем не менее, то, что именно оркестр этого театра, его музыканты дают сегодня концерт в пользу восстановления этого храма, уже на новом месте, свидетельствует, конечно, об их душевной чуткости, об их благородстве, об их мудрости. Это главные качества, которых, к сожалению, сегодня зачастую не хватает в культуре и в отечественной, и в мировой. И я думаю, что, может быть, Христорождественский собор Челябинска был и снесен-то в 1932 году по приказу одного из главных безбожников Советского Союза, носившего псевдоним Емельян Ярославский, именно для того, чтобы мы здесь сегодня собрались, и чтобы вот на эти 1,5-2 часа мы стали лучше, умнее, мудрее, добрее друг к другу. Очень важно, что данное мероприятие проходит сегодня здесь, на Южном Урале, в городе Челябинске, на строительной площадке Христорождественского кафедрального собора. Это будет действительно центр духовно-просветительской деятельности на Южном Урале. И очень важно, что все люди с радостью откликнулись на то, чтобы принять участие в сегодняшнем концерте. Надеюсь, что это событие и в дальнейшем будет повторяться и будет свидетельствовать о том, насколько важны духовно-нравственные традиции в жизни Южного Урала. Причем на открытом воздухе очень сложно играть музыкантам, не только дирижировать, потому что этот ветер еще, и ты в любой момент можешь перелистнуть, и приходится такое ощущение, что ты должен наизусть это все дирижировать на память, знаете. И это, конечно, очень нервирует и придает какой-то адреналин всегда исполнению на воздухе. Мы серьезно отнеслись к этой программе, мы репетировали. За полгода мы уже обговаривали эту программу, спланировали. И у нас будет хорал, молитва церковная в начале петь, которую в советское время ее убрали, выкинули. И также будет «Боже, царя храни», которая исполнялась раньше, до советского времени. Потом ее переделали из Сусанина цитаты. То есть мы тоже восстановили, тоже будет хор петь. Вот. И тут у нас будет имитация пушек, у нас будет колокольный звон. То есть у нас это прям вот настоящий праздник.
и симфонический оркестр Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки под управлением главного дирижера театра Евгения Волынского.